Но у вас очень такое внушительное резюме. В Гарварде это как раз-таки были те люди, которые обладают большими ресурсами. В Филиппинах это были те люди, которые живут за гранью бедности. Какой ты видишь вообще перспективу развития республики? Пытаться не конкурировать внутри республики, да, а выходить за ее пределы. Многие вопросы, которые касаются развития Севера и Арктики, решаются людьми, которые даже физически никогда не были на Севере. Что бы ты посоветовала? Важно не бояться пробовать. Значит, получается, то, что написано на бумаге, не столь важно. Всего крутого, хорошего у нас есть, но при этом у нас нету такой единой стратегии продвижения. Савина Алексеева, руководитель управления партнерских и акселерационных программ Фонда развития инноваций Республики Саха-Якутия. В 2011 году окончила Институт международных отношений и социальных технологий во Владивостоке. Является программным директором арктической стартап-экспедиции. В 2019 году организовала запуск первого акселератора для стартапов на Дальнем Востоке России B8. Является инициатором и лидером проектов общественной дипломатии. Курирует краудфандинговый конкурс на старт. Является председателем молодежного северного форума. Савина, добрый день. Добрый день. Вы занимаетесь упаковкой и продвижением проектов, да, рассматриваете стартапы. Вот интересно узнать, из других регионов поступают заявки, и может ли обычный житель республики тоже подать заявку, если у него какая-то гениальная идея? Да, конечно, каждый человек может подойти к нам. Мы находимся на проспекте Ленина 1 в IT-парке, и мы называемся Фонд развития инноваций Республики Саха-Якутия. Каждый может получить консультацию, каким же образом подойти как раз-таки к упаковке, да, к презентации своего проекта для того, чтобы его в дальнейшем как-то развивать. При этом, несмотря на то, что мы называемся фондом именно Республики Саха-Якутия, изначально, когда мы делали свой первый продукт, акселератор B8, мы сразу вышли на межрегиональный уровень. Тогда мы начали делать первый акселератор на Дальнем Востоке для стартапов. И тогда же у нас получились уже первые заявки из других регионов. И уже начиная с 2019 года мы опять же поддерживаем не только наши стартапы республиканские, но и из других регионов Дальнего Востока. А позже эта территория уже расширилась до других регионов. У нас есть из Сибирского федерального округа, есть из центральной части России. Например, на акселератор B8 к нам 2 раза в год мы его проводим. Мы получаем заявки и из ближнего зарубежья тоже. Но пока у нас политика такая, что мы принимаем только российские стартапы. Сфера какая, тематика какая, с какими предложениями приходят? Ну, давайте расскажем о якутских проектах. Ну, в основном это получается у нас именно стартапы IT-направленности. Есть еще сейчас стартапы, которые разрабатывают, например, игры. Есть стартапы по биотеху, да, и здесь уже нужно сказать, что коллеги из технопарка Якутии, они также активно подключаются, и те стартапы, которые приходят к нам, они позже уже становятся резидентами технопарка Якутия, также IT-парка, да, и там уже входит в нашу общую экосистему. А как утверждаются эти проекты, как отбираются? Потому что маркетинговая история тоже существует, да? Это согласно трендам, да, или успешность проекта, да, востребованность проекта, либо этот проект, возможно, поможет распаковаться бренду Якутия. Как вы рассматриваете эти заявки? Но в первую очередь мы смотрим на то, чтобы стартапы, вообще проекты, они имели возможность масштабироваться. То есть это не должен быть проект, который зациклен только на одном, локальный, только на одном городе, что если не сейчас, то в перспективе проект может выйти за пределы республики.
и выйти в другие регионы России или даже в другие страны. Вот. И очень сильное внимание всегда уделяется именно командам. То есть говорят же, гениальные идеи приходят разным людям, да, но кто-то эти идеи притворяет в жизнь, а кто-то вот нет. Поэтому в первую очередь мы, конечно, смотрим на команды, насколько команда горит идеей, насколько у них внутри налажены коммуникации внутренние, и от этого уже зависит, смогут ли они реализовать свой проект или нет. Значит, получается, то, что написано на бумаге, не столь важно, да? Важно именно, как команда коммуницирует друг с другом. Да, это очень важно, и это отмечаем не только мы, как региональный фонд, да, но также наши российские и зарубежные коллеги. На первый взгляд, например, проект может показаться очень таким многообещающим, но при этом, если что-то будет не то в команде, то, к сожалению, никто не будет поддерживать такой проект. Еще очень хорошее движение. Вы пропагандируете, рассказываете, да, помогаете талантам, да, Якутии. Это краудфандинги, да, помощи от населения. Вообще, как выстроена вот эта схема? Но мы пользуемся краудфандинговыми площадками, которые есть в Российской Федерации. Это Planeta.ru или Boomstarter. Да. Сейчас мы сотрудничаем, например, с Boomstarter, и в конце прошлого года проводили конкурс для того, чтобы вместе с Boomstarter посмотреть, какие проекты можно, опять же, упаковать для этой краудфандинговой платформы. Вы, получаете, становитесь проводником, да? Да, теми людьми, которые помогают оформить, упаковать правильно. Да, совершенно верно, потому что на данный момент у нас в республике данный инструмент именно финансирования своих проектов, он не так сильно распространен. И наша задача состоит в том, чтобы больше проектов, больше людей вообще узнали, что такое краудфандинг. Это вот происходит от двух слов, да, иностранных. Это крауд, это толпа, люди, и фандинг — это уже финансирование. То есть это получается такое народное финансирование, когда каждый, будь то юридическое или физическое лицо, может поддержать понравившийся ему или ей проект и при этом получить вознаграждение. То есть это не стоит, наверное, путать с благотворительностью. То есть в любом случае человек, который поддерживает проект деньгами, получает что-то взамен. А вознаграждение тут уже зависит от самого инициатора проекта. Например, ну, если привести примеры, да, краудфандинговыми платформами, например, пользуются те, кто выпускает свои книги. Вот, или, допустим, настольные игры. И тут краудфандинговая платформа, она выступает неким инструментом для сбора заявок, да, предзаказа. Вот. И когда уже инициатор проекта наберет нужную сумму, у него уже будут обязанности, то есть предоставить то вознаграждение, которое он обещал уже тем, кто поддержал его проект. Есть разные механизмы, например, это также на платформах, как на Planeta.ru, так и на Boomstarter, так говорено. Можно начать делать сбор именно под конкретные сроки, что до такого-то срока я собираю энную сумму, и она может либо дойти до этой суммы, либо не дойти, да, но при этом деньги инициатор проекта получает. Либо же можно сильно не привязываться именно к срокам и больше сделать именно упор на сам, собственно, сбор средств. Успешные проекты реализованы, ну, в смысле, были поддержаны населением России. У нас из успешных, наверное, можно назвать проект «Сахалы». Это приложение по изучению якутского языка, да. И через вот платформу Boomstarter в прошлом году 100 с лишним, да, тысяч собрали. Или, например, из текущих проектов это, например, создание короткометражных мультфильмов компании Tundra Animation. И они собрали на сегодняшний день примерно 180 тысяч рублей, но при этом у них еще долгий срок сбора средств, поэтому каждый желающий, в принципе, может также зайти на Boomstarter и увидеть наш якутский проект и поддержать именно местную мультипликацию. Что такое добро в вашем понимании?
потому что не каждый же человек горит желанием помочь. Сегодня совершенно другие реалии, если раньше действительно помогали всем селом, да, всей родней. Мне кажется, что взаимоподдержка сейчас все так же сильна, но при этом многое очень зависит от самих инициаторов проекта, да. Но опять же, если мы говорим про краудфандинг, есть, у нас, например, были такие проекты, которые сделали заявочку на бумстартере и ждали, что деньги потекут. Но на самом деле это не так. Надо как раз-таки в первую очередь семье, знакомым, друзьям, да, рассказывать об этом, чтобы как можно больше людей увидели, поддержали, и тогда уже, например, платформа сама будет поддерживать. А что касается вот именно вечного вопроса про добро, я думаю, что каждый человек по-своему, да, понимает, но при этом в моем понимании это больше про осознанное действие, которое приносит пользу или счастье другим, но при этом не вредит другим людям. Вот, наверное, такое понимание. И мне кажется, сейчас достаточно у нас много добрых отношений, как, например, как в работе это встречается, даже в обычных коммуникациях, например, если еду на такси и могу нормально, по-человечески общаться, общаться с человеком, то уже поднимается настроение, я думаю. Вы, Савина, организатор очень многих мероприятий, значимых в республике. Это цифровой алмаз, да, и арктическая стартап-экспедиция тоже очень удачно пошла, как раз с блоком тоже анимации, да, с подключением зарубежных экспертов и российских крупных экспертов. Где вам хорошо? Я думаю, что в принципе мне хорошо именно там, где есть общение с людьми, где можно наладить контакты, построить вот какие-то такие отношения, где всем хорошо, как человеку, который дает что-то, и как людям, которые что-то получают, да, и это при этом должна быть такая коммуникация, где каждый выигрывает. Если говорить про крупные мероприятия, то тут у нас в республике, мне кажется, накоплен уникальный опыт именно по организации крупных российских и международных мероприятий. И это только идет в плюс республики, да. Это, можно сказать, инвестиции в дальнейшие проекты большие республики, инвестиции в то, чтобы дальше привлекать федеральное или другое финансирование. И если говорить, например, про ту же арктическую стартап-экспедицию, это то, что мы делаем совместно со всеми коллегами, с нашей инновационной экосистемой. Да. Это у нас получается со стороны государства, это вот Министерство инноваций, со стороны институтов развития, это вот Фонд развития инноваций, венчурная компания Якутия, Технопарк Якутия, да. А наши вот со стороны предпринимателей это вот большие и маленькие компании, IT-отрасли, университет, СВФУ, АГИКИ как главные, допустим, поставщики именно талантов. Вот. И мы все вместе работали, и при этом хотела бы, наверное, уделить внимание тому, что несмотря на то, что у нас в республике человеческий капитал, он небольшой по объему, то есть нас мало, да, объективно, но при этом довольно мощный. И этот человеческий капитал, в принципе, не ограничивается только территорией нашей республики. Есть возможность выходить на наших земляков, якутян, которые проживают за пределами. Вот. И как раз-таки благодаря якутянам, которые в свое время уехали, да, из республики, но при этом не забывали о своих родных корнях, у нас есть возможность делать такие интересные программы, как, например, блок по анимации. Его нам помогала как раз-таки делать наша землячка, да, Дарья Башарина. Большой привет, Дарья, если нас смотрит. Вот. И
как раз компетенции и вот профессиональная сеть знакомств именно Дарьи помогла республике сделать такую качественную программу, пригласить экспертов как российского, так и международного уровня для того, чтобы вот провести курс по анимации. Вот. Савина, ну, у вас очень такое внушительное резюме. Я была восхищена, да, потому как, начиная с университета, да, у вас идет прям такой хороший рост, да, и распаковка вашей личности, да, в различных проектах. Хотелось бы узнать, вы со школьной скамьи выстраиваете вот эту свою стратегию и куда вы идете? Ну, на самом деле я бы не сказала, что это прям очень такая выстроенная стратегия. Это скорее про умение слушать себя, знать свои интересы, да, и быть более гибкими, потому что сейчас, мне кажется, у нас такое как раз время, когда мы не можем планировать на очень долгий срок. Это, например, наши родители, наши бабушки, да, у них было так, что вот они, допустим, получали одну профессию, устраивались куда-то работать, и они могли всю жизнь в одном месте проработать или в одной сфере. Сейчас такого нету. Сейчас вот как раз-таки время такое, чтобы быть... Возможностей и да, очень много выбора. Да, очень много выбора, возможностей, гибкости. И поэтому надо вот уметь слушать себя, идти туда, где больше интереса, где больше получишь опыта. Поэтому, наверное, это больше про такую историю. А был момент поиска себя? Да, был. Как раз-таки вот в начале пути, это время студенчества, когда вот на волне того, что я как раз-таки не прислушалась к себе больше, да, а больше подумала, что более логично будет там поступить на экономиста, нежели на то, что мне больше самой нравится. Поэтому я поступила на экономиста через наш департамент по расстановке кадров. И потом уже в процессе учебы я поняла, что это не то, что мне хочется, это не то, чем я хочу заниматься всю жизнь. И поэтому я начала искать пути, каким образом можно перевестись. Но перевестись не удалось, поскольку я поступала через департамент по подготовке, расстановке кадров, а там уже был договор, и это уже целевое обучение от республики. Все было непросто, но если ты очень хочешь и ты видишь себя именно в том направлении, в котором ты видишь, то в принципе можно. И так вот не с первой попытки, но вот на 3-м курсе я поступила параллельно на 2-ю учебу, да, и как раз вот декан факультета международных отношений пошел навстречу и сказал, что в принципе у нас это не запрещено, поэтому если ты можешь справиться с нагрузкой, то ты можешь вот поступить параллельно и учиться. Ну, так я и поступила, и не жалею, и думаю, что как раз после учебы я в этом направлении развивалась и развиваюсь. Ну, наверняка этот путь был пройден не зря. Тоже экономическое образование, оно помогает сейчас? Да, сейчас вот с течением времени я понимаю, что это тоже было полезно, что любой опыт, он потом каким-то образом пригождается. И как раз экономическое образование, оно мне это сейчас очень сильно помогает. Выстраивать гипотезы, смотреть цифры. Да. У вас очень хорошее образование, да, еще раз отмечу. Вижу Международную школу бизнеса Солбриджа, да, это в Корее, да, и также обучение английскому языку в Дублине. Что важного почерпнули, проходя обучение в этих учебных заведениях? Ну, самым важным, я думаю, было опять же про понимание себя, что я на самом деле очень сильно люблю людей, людей разных, и что вот очень важно как раз-таки выходить за пределы круга своего общения и расширять, будь то там разные национальности, разные культуры, религии или будь то разные специальности. То есть это меня очень сильно обогатило. Вот, до сих пор у меня есть друзья, с кем мы общаемся с тех времен.
И больше, наверное, такие вещи дают понимание того, что на самом деле нам очень повезло родиться здесь, да, в республике. Вот. Здесь можно отметить, например, две другие программы. Это вот, например, одна программа мне помогла понять, что мы, как жители республики, как представители нашего народа, мы ничем не хуже и, возможно, ничем не лучше. Мы такие же люди, как остальные. Это вот конференция в Гарварде. И просто у нас, в отличие от тех людей, которые, например, учатся в университетах Лиги Плюща, да, просто другие стартовые позиции. Вот. А вторая такая программа, которая мне помогла понять, что мы все такие же, но нам очень повезло родиться здесь. Это тоже было мероприятие на Филиппинах, и где я увидела совсем другую реальность. То есть в Гарварде это как раз-таки были те люди, которые обладают большими ресурсами, да, которые могли себе это позволить. И в Филиппинах это были те люди, которые живут за гранью бедности, которые нам даже вот обычным жителям Якутии очень сложно представить, что есть вообще такое. И мы находимся в какой-то такой золотой середине, и при этом у нас все равно очень много возможностей для того же базового бесплатного образования, да, для того, чтобы, если есть желание, то можно и поступить куда нужно, и далее уже двигаться в том направлении, которое интересно для развития. Сейчас вы параллельно курируете молодежный совет в Северном форуме. Хотелось бы узнать, почему вы взяли дополнительную общественную нагрузку? Ну, на самом деле эту нагрузку мы взяли вместе с друзьями для того, чтобы голос именно жителей Севера, он был услышан на таком вот международном уровне, да. Когда мы рассматривали разные организации, разные мероприятия, то увидели, что многие вопросы, которые касаются развития Севера и Арктики, решаются людьми, которые даже физически никогда не были на Севере, вот, знают, возможно, много теории, но не знают практики. Вот, и нам хотелось, чтобы жители других северных регионов также объединились, и чтобы вот через нашу площадку была возможность достучаться на более высокие уровни международных площадок и так далее. Какие вопросы вы хотите, чтобы были решены, и какие перспективы вы видите в своей той намеченной цели? Проблем на самом деле на севере, в Арктике очень много, но при этом мы делаем упор на то, чтобы молодежь Севера и Арктики, да, взяла больше ответственности на себя, и чтобы могла уже сейчас решать какие-то небольшие, возможно, вопросы посредством реализации вот проектов. То есть мы хотим больше от событийной какой-то деятельности, которая есть у многих организаций, да, больше перейти к проектной деятельности. Например, мы начали реализовывать просветительское направление, где вот простыми словами рассказываем, что про законы, допустим, да, которые есть в северных регионах, либо же про те проекты, которые реализуются. И одним из проектов является та же вот арктическая стартап-экспедиция. Это как раз вот пример того, что вот деятельность молодежи, она в принципе не напрасна, что вот республиканские организации, да, они прислушиваются, и теперь вот то направление, которое развивала республика, изначально называлась стартап-экспедиция, то теперь уже имеет такой
территориальный фокус «Арктическая стартап-экспедиция». И с этого года, благодаря поддержке Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, эта история она уже должна выйти на более масштабный уровень и охватить уже 19 регионов России, куда входят арктические и дальневосточные регионы. И тут мы уже, как представители нашей республики, будем вместе с коллегами, опять же, отсматривать проекты по направлению креативных технологий, да, по креативным направлениям. И это также возможность позиционировать республику как именно лидера креативной отрасли. Сабина, ты сама росла в сельской местности и живешь в городе, училась и за границей, да, первое образование во Владивостоке получила, увидела разные земли, страны, города, и сейчас работаешь во благо республики, да, и как бы молодежное движение, да, и на более высоком уровне вот мероприятия проводишь. И какой ты видишь вообще перспективу развития республики? На самом деле, мне кажется, у республики очень много перспектив для развития. Если мы будем вот консолидированными, да, если мы будем помогать друг другу, и если мы будем вот выстраивать системы, как, допустим, у нас сейчас идет система именно выстраивания, точнее почти уже завершилась инновационная экосистема, потом вот креативная и так далее. По другим направлениям также можно развиваться и пытаться не конкурировать внутри республики, да, а выходить за ее пределы, вот, и таким образом реализовывать себя, развивать республику и при этом уже на правах, наверное, лидера помогать другим регионам также развиваться. Очень правильное замечание. Не конкурировать внутри, да, а помочь, наоборот, проявиться и выйти в мир. А в брендинге Якутии, позиционирование, чего не хватает, да, потому как ты в этом направлении тоже очень много работаешь и изучаешь, выстраиваешь гипотезы, да, общаешься тоже с разными регионами. Ну, территориальный брендинг республики на данный момент, мне кажется, немного неоднородным. Очень много всего крутого, хорошего у нас есть, но при этом у нас нету такой единой стратегии продвижения, нету единого такого видения, как нам себя, как республику показывать как внутри России, так и за ее пределами. То есть какие-то уже устоявшиеся бренды, да, устоявшиеся имена, проекты, и мы как бы идем по наитию по большей части, а не по стратегии. Поэтому хотелось бы, чтобы появилось единое видение, чтобы вот все участники данного процесса, да, заинтересованные стороны могли договориться и уже вот объединить усилия для того, чтобы в едином русле продвигать нашу республику. Ну вот из интервью я поняла то, что у тебя был тоже момент поиска, но ты проявила и показала себя ответственной, да, сама нашла решение. И для той молодежи, которая сейчас ищет себя, перед которым очень много возможностей и выбора, что бы ты посоветовала? Ну, на самом деле хочется выразить слова поддержки, да, тем, кто себя ищет, потому что действительно очень много выбора. И когда много выбора, это естественно, что человек может теряться. Но при этом я думаю, что важно не бояться пробовать. Если что-то интересно, если что-то привлекает, нужно попробовать. И если это то дальше уже глубже уходить в эту сферу. Если это не подходит, то не бояться, что что-то скажут другие, да, а идти и пробовать что-то другое. Сабина, спасибо большое за интервью. Очень интересно было тебя узнать
Спасибо. И хотелось бы пожелать, чтобы все проекты действительно стали визитной карточкой республики, также масштабировались, ну и помогать молодежи проявляться и с гордостью говорить, что я из Якутии. Спасибо большое.